полиции вышла какая-то ошибка, и вместо меня не записали в организаторы Алену, мы ждали Алену. Потом они увидели свою ошибку, и снова в организаторы была записана я. Поэтому прошу прощения, но это чисто техническая ошибка системы у полиции. Сегодня наша акция посвящена солидарности с Беларусью. Хотелось бы вспомнить о жертвах режима и о новой жертве, о человеке, который был политзаключенным и который не выдержал давления со стороны системы. Хотелось бы также вспомнить и о событиях в Казахстане, которые сейчас происходят. И также сказать о том, что у нас есть свободный микрофон, лимит высказываний на 3 минуты, но сразу предупреждаю, провокаторов мы не пускаем к микрофону, поэтому извините. Можно подойти всегда к организаторам, сказать, что вы хотите выступить. Вам, естественно, предоставить слово. Единственное, что если будет очередь, то придется немножко подождать. Живи Беларусь! 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 Живе Беларусь! Дякую велике, спасибо, Юля, за слово. Дорогі сябры, дякую велике, што вы таксама прыйшлі. Юля сказала вельмі важную, цікавую справу, што ёсць правакатары. Але важна, што мы все разом организуемся и дапамагаем адзін аднаму. А теперь давайте задам. Вы глядзелі новогоднее віншаванне Светланы Тихановской, так? Цудоўна, я таксама глядзеў. І нас было вельмі цікавая пару словаў. У нас баліць. І я так думаю, што кожнага з нас баліць, калі людзі пачынаюць сварыцца, правда? І таксама баліць, калі ёсць новыя палітычныя зняволены. Ёсць те, хто ведаеце, прыходзіць да самагубства. А яшчэ больш, калі мы бачым, што нашых жаўнераў выкарыстоўваюць у тым, каб падаўляць волю другого народа. І часам так само хтосьці сказаў, пачынаў памяці спрачацца, там вось трэба было так, а ці інакш. Але вельмі добра, што ў нас баліць. Это значит, што мы жывыя, это значит, што мы суперажываем. І гэта, думаю, тое, што нас адрознівае тых, хто падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, якія закрываюць вочы на палітычных зняволеных, якія гатовы даць сваіх дзяцей у Казахстан, а можа нават аддаць незалежнасць і суверэнітэт. У нас баліць. Мы живые. И давайте все-таки будем разом. Это так само для нас навука. Поглядеть, бо гэта так само могло быть у Беларуси. Ці готовы были бы мы до гэтага? Конечно, может быть коштом того, что это змагаецца народ Казахстана. Але для нас это урок, каб мы должны были готовы на будущее. Так само самоорганизоваться и машину на вас пойти. Я верю, что у нас все отрывается, потому что у нас болит, потому что мы живые. Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Дякую велике. Этот год начался для всех плохо. Прямо в новогоднюю ночь был убит человек, убит сотрудниками милиции в Беларуси. Чуть позже был совершен суицид политзаключенного. И еще немного позже была попытка суицида, женщина наглоталась таблеток. В начале года начались протесты в Казахстане. И были введены войска, путинские войска. И я хочу сказать, что Путин ввел эти войска незаконно. То же самое белорусские войска вошли на территорию Казахстана незаконно. И я хотела бы просто призвать все народы, все, которые зависят от Путина в какой-то мере, по каким-то причинам, чтобы все демократические силы объединялись. Я призываю объединяться всем народам
Путин наш главный враг. И если мы все объединимся, мы победим это зло, и он не сможет нас победить и преодолеть. Живи Беларусь! Алга Казахстан! Слава Украине! Привітання, шановне господарство. З вами я, Наталія Градська-Баталига, правооборонця з Білорусі. І я з вами буду зараз розмовляти як правооборонця. Ми ведаем, що відбулося у Казахстані. І коли пропорціонально полічити населення Казахстана і насельництва Білорусі, то зараз у нас пропорційна ровна кількість забитих. Але Казахстан ще не усвідомив собі, що гэта за навала прийшла до його удобу. Їх так званий президент Такаєв сказав, що сам, і гэтому є докази відео, сам дав приказ стріляти у народ без попередження. Гэта не тільки порушення Конституції Казахстана і всіх законів Казахстана, але й порушення міжнародних домов, які підписало керівництво Казахстана від ім'я казахського народу. Так звана терористична группировка ОДКБ була уведена у Казахстан після того, як Такаєв убачив, що військові Казахстана переходять на бок народу, міліція переходить на бок народу. Бо всі вони одна нація, казахи. І у них нема поміж собою спреси, коли народ супроть того, щоб його рабували, супроть того, щоб його забивали. Ми ведаем, що зараз у Казахстані забиті 11-гадовий хлопчик і 4-гадовая дзяўчынка. Гэтыя смерти немагчыма апраўдаць нічым. Мы бачым відео з Казахстана, где гэтыя шалёныя тэрарысты ОДКБ стреляют без перапынку и не глядячи, у кого стреляют. Мы их бачили у себя в Беларуси. С этими бандитами мы уже сустракались. И мы видим, что яны несут только боль и смерть. Гэта я лишу интервенция. За ёй будет оккупация. Такая ж оккупация частки Казахстана, як в Украине, Донбасс и Лугандон. Гэта яшчэ казахи не усведомили себе. Тому мы повинны об гэтым казать. Особенно молодь, якая у Польши казахи. Яны яшчэ не разумеюць, што адбываецца. Тыя казахи, якія на радзіме, якія ўжо бачылі сваіх загінулых, якія ўжо забіраюць, а можа яшчэ іх мы не выдаюць, своих родных з морга, яны уже ведают, что за террористы до их пришли. Тому мы повинны и тут расповести. У нас уже есть опыт, и мы повинны с ним делиться с казахской молодью, как яны разумели, что отбывается у них на родине. Террористы приходят не на один день. Террористы не наводят парадов. Террористы рабуют и забивают. Тому мы подтрымливаем народ Казахстана у яго борьбе супраць оккупантов. Мы подтрымливаем наших людей, наших громадян Беларуси, якія засталіся у оккупованной Беларуси. И мы кажем, что Лукашенко террорист, Путин террорист, и мы повинны их спынить. Я пропоную першее стварыць петицию о признании ОДКБ террористичной групповкой, террористичной организацией. Каб ими уже зараз занимались все международные органы для притягнения керівництва ОДКБ до международного трибунала. Я пропоную усім маті, усім жанчынам, усім бацькам писать, что мы, как батьки, повинны разъяснять тем солдатам, яких послали у ДКБ, что их туда послали незаконно. И яны будут отказывать по законе, коли когось забьют у Казахстане. И зараз я кажу: живи Беларусь! Живи Казахстан!
Живе Україна! Живуть вольні народи світу! Живут вольные народы свету! Живут вольные народы свету! Живут вольные народы свету! Великий дякую, що ви приходите на акцію. Дякую вам великий від мене як правооборонці і як від громадянки Білорусі. Добрый день, поважанные сябры, добрый день, белорусы. Що добре. Я хочу вам розповісти, як працює пропаганда, і вона всюди однолькова. Ви ведаєте, як працює російська пропаганда, як працює білоруська пропаганда. Зараз я вам розкажу на прикладі, як працює казахська пропаганда. 3 дні ми були на акціях коло амбасади Казахстана. Пройшли с казахами, мы хотели выказать казахам свою солидарность с ними, выказать солидарность Белоруссии с Казахстаном. Первые 2 акции были вельми добрые, были вельми теплые относины. Казахи нас приймали вельми дружелюбно. Ми разом кричали «Алга Казахстан, живе Білорусь». Ми їм виказували слово підтримки. І вони так само не розуміли, що ми в однольковій ситуації. Це було, ще раз повторюся, це було під амбасадою Казахстана. Казахи нас частували гарячим чаєм. Были вельми рады, и они полюбили вельми нашу Настеньку, которая там кричала «Алга Казахстан». Вот. Но на 3-й акции произошло то, что произошло. Зробилось такое, что мы пришли вчора на эту акцию вот с такими плакатами, как сегодня вот у нас в руках «Путин убийца», ОДКБ убийцы. И с первых хвилин казаки нас попросили эти плакаты не открывать, не показывать. И они это стали пояснять тем, что у них сейчас все так непонятно, все так тяжко, не треба просили. Ну, мы их зрозумели, сказали, ну, ваша акция, мы пришли в підтримку, ну, не треба, так не треба. Мы эти плакаты не раскрывали. Ну, опять же, выказали свои слова підтримки. И они так само просили, коли первые 2 акции мы кричали, громкоговоритель, все было гучно, то тут и написали тихонько говорить, не кричать. Но мы не ведали, что такое бывает. И после, когда вышли казахи, я еще раз скажу, что казахи, которые были под амбассадой, это амаль все, они были студенты. Молодь, студенты, которые находятся в Варшаве. И тогда, когда они вышли и стали говорить на 3-й акции, сейчас повторю, на 3-й, стали казать, что такая у них освободитель, и что Путин освободитель, и что им потребен только мир, и что такой молодец, что позвал войска российские, тут ведомо, что у нас уже несколько подгорело. Вот, мы уже это открывать не смогли, мы свои плакаты раскрыли, и мы стали казать, и они стали казать, что это люди, которые змагались за их свободу, что это они все бандиты. Мы стали им сказать, вы помиляетесь, это люди, ваши герои, и они за вас загинули, и за вас попали в турмы. Договориться с ними было немовчимо, и они твердили только одно и то, что такая молодец, Путин освободитель. Вы ведаете, как промыли за эти 2 дни им мозги, ихние бацьки. Потому что простого казаха, работяги, я думаю, не будет дочушкать и сына учиться в Варшаве. Это все дети чиновников, ихного КГБ, все. И это уже были на 3-й акции, это были совсем другие казахи. Это были такие самые, как наши ебатьки, ведаете, которые готовы были прославлять и Такаева, и Путина.
Это страшно, ведаеце, это страшно. Я разумею, что большасць казахаў, которые находятся зараз там дома, я разумею, что это все неправда. Но вот опыленная молодежь, которая тут казахцы оказалась, яны... Все, добро, все. Ну, я хочу сказать, как мы вышли из этой ситуации, мы свои плакаты раскрыли, мы сказали им, что это неправда, и мы гордо ушли из их акции под наш белорусский гимн «Погоня». 3 хвилины кончились. Все, дякую за увагу. Живи Беларусь! 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 Всем еще раз здравствуйте. Я, во-первых, хочу очень сильно извиниться за эту ситуацию, которая произошла сегодня. Это действительно ошибка. Потому что соорганизаторы акции регистрировали акции здесь и на памятнике Копернику, одновременно отправляя много писем, и, видимо, там что-то запутались они и внесли меня в список организаторов на сегодня, хотя сегодня Юля подавала заявку. Еще раз извините, что произошла такая ситуация. И еще хотелось бы извиниться за ситуацию, хотя это называется ситуация, наверное, испанский стыд, которая произошла с дракой здесь. Потому что Филипп Шавров периодически, я думаю, что уже многие знают уже, что он приходит на акции, провоцирует участников акций, соорганизаторов акций и постоянно пытается каким-то образом начать драку, но сегодня у него это получилось. Я думаю, что наконец-то он удовлетворился и не будет к нам приходить. Я бы не хотела, вот честно, мне этот человек уже неприятен. Спасибо вам большое, что вы приходите на акции. Я бы хотела немножко, как говорится, отчитаться за то, как мы сегодня провели утром время. Мы снова написали много писем, около 50 писем мы написали в Жодинскую тюрьму, тюрьму номер 8. Там в основном, не только, но в основном сидят люди, которые сейчас ожидают суда по делу Зельцера. Я думаю, все знают о смелом парне, который отстоял свой дом, но ценой своей жизни, к сожалению. По делу Зельцера люди оставляли комментарии, потому что были возмущены этим, кто не знает, может быть, здесь у нас гости есть на акции, и за это их посадили в тюрьму. Там порядка 100 человек, насколько я знаю, очень много. Поэтому сегодня мы написали им письма поддержки, ну и не только им, а людям, которые сидят в тюрьме. Все мы помним, что эта инициатива существует на наши донаты. Донаты мы собираем вот в это прекрасное ведерко, поэтому у кого есть возможность, желание, пожалуйста, прошу поучаствовать. А также обязательно приходите на эту инициативу в 11 часов каждое воскресенье на плац Конституции 6. Это белорусский молодежный хаб. Там мы пишем эти письма. Там мы находим общий язык, мы делимся советами, как лучше писать, что лучше писать, как нужно поддерживать людей. И поэтому я думаю, что вместе, как говорится, это какое-то тепло друг другу даем. И поэтому вот мы собираемся вместе, и так у нас получается больше писем написать. Хотя я призываю всех писать письма и дома, через сервисы. Есть сервис «Письмо Бел» в клеточку. Через эти сервисы очень просто переписываться с политическими заключенными и таким образом их поддерживать и получать от них ответы в том числе. Спасибо вам большое. Живи Беларусь. Если я вспомню, еще подойду, скажу. Обнимаю всех, спасибо. Добавить к моим словам. Ребята, Алена забыла сказать, у нас стоит баночка рядом. Нет, ты не сказал. Это у нас стоит рядом баночка, пожалуйста, это помогите этой инициативе, потому что благодаря этой инициативе доходят письма до каждого, не забывают каждого в каждой колонии, в каждой тюрьме, в каждом СИЗО. А это, поверьте, такая сумма вылетает немаленькая. Вы все помните, что у нас только почти 1000 признанных политзаключенных. Умножайте эту цифру на 4. Это у нас тех людей, которые осуждены по политическим статьям. Живи Беларусь! Да, я хотела бы добавить, еще кто не знает, мы уже отправили порядка 500 писем. И мы берем список и пишем каждому заключенному, не только известным. И очень этим, скажем так, не гордимся, но
радуемся тому, что люди, о которых не пишут в СМИ, они тоже получают письма. Это очень важно, потому что даже если посмотреть «Диссидент Бай», и там есть такая колонка «Количество помощи». У людей, о которых писали, ее много, у людей, о которых не пишут в СМИ, ее очень мало, 1-2 помощи. Но я попозже еще про «Диссидент» расскажу, если вам интересно. Кто не знает, спасибо. Шановні брати і сестри, отець Вячеслав, Білоруська автокефальна православна церква. Зараз наступив новий 2022 год. Але, на жаль, ми бачимо шмат гвалту і у гэтым годзе таксама. У першую новогоднюю ноч у Беларусі быў забіты зміцер, так званым міліцыянтам. Зараз рэвалюцыйныя падзеі і гвалт мы бачым у Казахстане. Але тым не меней, я разумею, хтосьці здесь католик святкуе каляды по григорианским каляды, хтосьці православны, хтосьці лічыць сябе атэістам, але душа кожного імкнецца да Бога. І я хотел бы нагадать вам, что зараз толькі прайшло каляды нараджэння Божие у всіх православных, з чым я вас віншую, і я хотел бы зачитать калядное послание владыки Святослава, главы нашей церкви. Вялебныя святары, любасныя браты і сёстры ў Христе. Зноў надыходзіць пачатак нового году, якім лічым гісторыю чалавецтва, якая, як ведаем, пасля нараджэння Христа размежавалася да і пасля гэтай падзеі. Бо нарадзіўся Сын Божий. Ягоны прыход змяніў суадносіны Бога з чалавекам, прынёс нябачную раней любоў паміж людзьмі, паказаў ім шлях да вечнага жыцця ва ўладарстве Божым, неабходнасць перавагі духоўнага над матэрыяльным у нашым зямным жыцці. За 2000 гадоў хрысціянская вера змяніла свет, дала новыя законы матэрыяльныя і дзяржаўныя, маральныя і дзяржаўныя. Але далёка не ўсе прынялі хрысціянскае вучэнне як тады, так і цяпер, на жаль. Многие из тех, кто на словах вызнае сутнасць хрысціянскага вучэння, не жывуць паводле яго. Так, у часе згубныя пошасці каранавірусныя навалы па ўсёй Беларусі, народ сутыкнуўся яшчэ з небачнаю хлуснёю і цікунствам уладаў Беларусі, якая, узначаленая самазванцам Ірадам, готова знішчыць народ альбо выгнаць у сваёй зямлі, зліквідаваць Беларусь як дзяржаву дзеля захавання толькі сябе пры ўладзе. Таму беларускі народ і паўстаў супраць зла і няволі за свае нацыянальныя годнасці і свабоду. Беларуская царква, якая існуе ад часоў другой сусветнай вайны ў вольным свеце, на бацькаўшчыне цяпер у падполлі, заўсёды моліцца на набажэнствах, каб Господ даў моцную веру і падтрымку пабожнаму народу беларускаму, асабліва тым, хто цяпер пакутае у зняволенні і на выгнанні. Не отступил от змагання за правду и не спокусился служить дьяволу. Узнясім супольную молитву за белорусских змагароў и за ихние семьи. И хай калядники у кожным белорусским помяшканні на бацькаўшчыне замежжы павіншуюць их. Христос народился. Славьте Его. С любовью и лидочью Святослава, архиепископ Белорусской автокефальной православной церкви, каляды, год 2021 и 2022. Хай Бог береже вас у гэтыя дні надалей. Живи Беларусь, живи с Богом. Мы белорусы, с нами Бог, Лукашенко, как ты сдох. Мы разом, нас много, за нами перемога. 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 Я почала з гэтага лозунгу, і я прошу долучиться все демократичные силы, диктора постсоветских стран, объединяться для того, как мы перемогли эту страшную паскуду Путина, який допомагає сьогодні, який допомагав забивати білорусів у Білорусі, який сьогодні допомагає забивати казахів у Казахстані. І то є, що всі країни постсоветської простори повинні об'єднатися супроти одного ворога,
супраць Путина. Какой разом у нас есть шанс переложить? Те террористы, которые сегодня Dobrze, ale ja chcę, żeby tutaj z Polski mógł ОДКБ пришли в Казахстан, яны пришли забивать не ворогов народу, а тых простых казахов. Яны забивали нас в прошлом годе и притягивают забивать зараз. Все ведают, что Лукашенко, Назарбаев и остальные диктаторы подпорядкуются напрямую до Путина. И Путин ими гуляет, как хочет. И мы повинны объединяться, как первомовши. Смерть Путину, смерть Лукашенко, смерть диктатуре во всех своих руинах постсоветской просторы. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Алга Казахстан! Алга! Алга Казахстан! Алга! Алга Казахстан! Алга! Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Мы разом на смога! За нами перемога! Мы разом на смога! За нами перемога! Мы разом На смога! За нами перемога! Мы разом! За нами перемога! Здравствуйте, дорогие белорусы. Я бы хотел быстренько сказать такую вещь. Что меня беспокоит? Я понимаю, всех злит, у всех есть гнев, как наш президент сказал, все мы злимся. Но я хотел сказать, что в первую очередь давайте начнем с себя и будем немножечко подобрее. Это долгая битва, и это битва за наши разумы, за наши сердца. Почему я это хочу сказать? Знаете, сейчас всем тяжело, недавно человек покончил жизнь самоубийством. Давайте мы друг друга будем поддерживать, помогать, показывать, что мир есть другой. Вот, например, можно переехать в Польшу, чтобы, если один человек покончил, да, значит, 1000 думает об этом, да, на грани, а 10 000 к этому может прийти. Вот мне, например, как белорусу, очень больно было слышать, когда мой президент Светлана Георгиевна Тихановская сказала: я извиняюсь, что не по белорусской мове. Я люблю белорусский язык, я не провокатор, но мне кажется, мы должны любить других людей, неважно, говоришь ты по-белорусски, по-русски, по-украински, и не надо за это извиняться. Давайте будем добрее, да? Когда наш президент приезжал, мне аж было больно на нее смотреть, когда была одна табличка «Без президентки слабо». Когда я слушаю интервью и задают вопросы, что мы разделились и так далее, я смотрю на нее, и мне хочется дать ей частичку своего добра, показать, что мы поддерживаем ее. Поэтому давайте не рассыпаться, не критиковать, а предлагать и быть добрее. Я ехал сейчас и читал «Нефту». Там в Бразилии упал склон камней и придавил людей. Я глубоко уважаю «Нефту», никакой не провокатор и так далее, еще раз повторюсь. Но там было написано, что матушка природа их покарала. Как матушка может покарать, мама вообще может карать. Это просто обычные туристы, откуда вы знаете? Я к тому, что многие люди мне говорили: а вот «Нефть» пишет некрасиво и так далее. Давайте мы задумаемся с себя и начнем сами быть чище. Когда я выходил на площадь, я не выходил брать, там, скажем так, горосполком. Я выходил показывать, бороться в первую очередь со своим рабом и показывать другим, что они не одни, какие мы мирные и что мы не собираемся никого стрелять. И напоследок насчет Казахстана я хотел сказать. Я надеюсь, что, дорогие белорусы, мы все уже убедились, что только добро может победить зло. Оружие, насилие никогда не победит, понимаете? Я понимаю, что у вас всех гнев, у меня он тоже, поверьте, мне тоже хочется, скажем так, крушить кого-то, да? Но нужно перебороть это в себе, только добро победит. И те люди, которые еще в Беларуси пытаются бороться, скажем так, плохими путями, я хочу им сказать, что я их не осуждаю ни в коем случае, да? Но подумайте об этом, что лучше, может, просто покрасить стену, как я красил, красно-бело-белый, да, флаг наш,
но не нужно поджигать машину, либо кидать какие-то коктейли, потому что это не объединяет нас. То есть, когда мы добры, когда вот мирный протест, мы приходим, нас все становится больше и больше. Поэтому спасибо. Да, все, 3 минуты. Спасибо большое. Добра всем. Начинаем с себя и живи Беларусь. Прости, Жень, что я без очереди. Я глубоко прошу прощения. Просто с молодым человеком я полностью не согласна. Здесь просто стоят люди, тоже возмущаются. Каждый должен начинать с себя. Я не спорю. Но если я в ярости, значит я в ярости. И если я желаю кому-то смерти, значит я желаю этой смерти. И иначе думать я тоже не собираюсь. Потому что люди убивали других. Знаете, когда в Гродно разгоняли наш митинг, нас били и не смотрели. Женщина, ребенок, старый, молодой. Никто не смотрел. Я лично отхватила от ОМОНовцев так с одного удара, что у меня было сломано 4 ребра. Мне лицо залили газом. И никто не спрашивал у меня, как я к этому буду относиться. И никто не спрашивал, хочу ли я это, по Божьим законам это или нет. У каждого свой путь. И если кто-то хочет бросать коктейли, он может это спокойно делать, потому что это его выбор. Я всегда за право выбора. Знаете, когда мне наставили пистолет после митинга, прямо в лоб, я молилась только об одном, чтобы мой ребенок никогда не смог забыть, что мама боролась за правду. И знаете, начинать надо, да, с добра. Мы начали с добра. Но если люди сейчас в Беларуси поджигают чьи-то машины, значит, эти люди заслужили. Потому что наши земляки сейчас там умирают. И сейчас мы видели по Дмитрию, который покончил жизнь самоубийством, что не все могут это выдержать. Не все могут пройти этот путь. Сейчас я держу фотографию своего друга. И я не уверена, что он сможет прожить эти 3 года в колонии. И не надо сейчас рассказывать про добро и зло. ОМОН, Лукашенко, Губопик – это все враги народа. Это те люди, которые нас хотели убивать. И я никогда не буду призывать их спасать, чтобы они жили. Смерть ОМОНу! А парочку повешенных ментов в Беларуси заставит остальных оглядываться, за свои поворачивать и смотреть, кто у них за спиной. Ви вірите, на площадь 2010 я сама бачила забитых. Забивали дубинками до смерти. И тады был великий мороз. И гэтые трупы качанели одразу. И у меня в ушах назаўжды застанется гэты гук, як труп бухая от ударов дубинками, подкидывается трохи и снова бухае на гэтые мраморные плиты каля дворца Ураду, каля дома Ураду. Я гэтага не забуду. Мы бачили наших забитых у 2020-2021. Мы гэтага не забудем. И по законе, кожный громадянин по законе может боронить свое життё. И мы будем боронить свое життё. И мы будем боронить життё наших родных, близких и громадян Беларуси. У меня все. Не забудем, не простим! 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 Мне сейчас вообще сложно выступать после того, что тут сейчас было. Вот. И я понял, что я не радикал вообще. Тут есть люди куда радикальнейшие. А я хотел бы все-таки вспомнить про Казахстан немножко. Все мы видели, как казахи давали отпор своему авторитарному режиму. И я читал очень много в чатах, что люди пишут, что наш протест идентичный. Наш протест на самом деле очень разный.
первую очередь, с чего начался белорусский протест? Это был в первую очередь политический протест. Основные требования были политические, у казахов социальные. И можно сказать, что основным классом, который был таким вот протестным классом белорусского протеста, был средний класс. В Казахстане это был пролетариат. И пролетариат — это те люди казахские, которые в этой огромной стране с кучей ресурсов нищенствовали. В богатейшей стране люди получали копейки. Это и вызвало тот самый гнев, который все мы видели, с сожженными ментовскими машинами и так далее. И все мы видели, к чему это привело. Власти почти сразу же были готовы пойти на уступки. И, возможно, наша проблема в прошлом году как раз-таки была в том, что мы были слишком мирные и слишком мягкие. Но я не уверен, что это так. Я хотел сказать еще одно, что все на примере Казахстана мы видели, что русский империализм не отпустит нас мирно никогда. Когда Украина пыталась выйти из-под его влияния, что произошло? У них украли Крым, и люди, военные русские, которых там не было, до сих пор бегают по Донбассу. В Казахстане использовали другой метод. В Беларуси не вводили войска, просто дали нашему безумному кучу денег, какие-то ресурсы и своих идиотов-пропагандистов. Пропаганда работает хреново, мы все равно все знаем, но режим устоял. И мы должны понимать, что наш враг — это не только Лукашенко, это еще и Путин. И те миллиардеры российские, олигархи, которые стоят за его спиной. Он же вводит войска ДКБ не просто потому, что он хочет, а потому что его денежные мешки, за деньги которых держит свою власть, говорят ему, что Вова, нам нужно защитить наше имущество от казахского народа. Поэтому мы должны помнить всегда, что наш враг — это не только Лукашенко и все его чинуши. Это Путин и все его чинуши. И любые другие чинуши и богатеи других стран, которые хотят поработить нашу родину. Смерть всем врагам рабочего народа! Живе Беларусь! Верим, можем! Переможем! Верим, можем! Переможем! Верим, можем! Переможем! Прывітанне, шановныя. Вельмі коротка. Падзеі ў Казахстане, канешне, выклікалі шмат спрэчак наконт метадаў барацьбы, якія дзейсныя, якія недзейсныя, якія правільныя, якія маральныя. Я не хачу зараз працягваць гэтыя спрэчкі, але хацеў зрабіць такую аб'яву. У анархістаў у нас ёсць пляцоўка адукацыйная і дыскусійная, якая называецца «Школа анархізма», где мы раскрываем свой погляд на некоторые падзеі ў свеце і Беларусі, на свае ідэі, свой светапогляд. І хутка адбудзецца сустрэча, прысвечаная менавіта метадам барацьбы, на якой мы распавядзем пра тое, як анархісты глядзяць на метады барацьбы, якія лічуць дапушчальнымі, якія не, якія дзейснымі, якія не. І вы зможаце таксама, усіх ахвотных мы запрашаем прыйсці на гэтую сустрэчу, не толькі каб паслухаць, але і каб паспрачацца у культурным раўнапраўным дыялогу. Сустрэча гэтая адбудзецца 13 студзеня у 19:30 па адрасе Пулаўска 37. Дзякуй. Волю народам, смерть империям! Волю народам, смерть империям! Волю народам, смерть империям! Шановное господарство, мы тут собраліся, беларусы. Ведаеце, ось у мяне вельмі часто, апошнім часам боліць сэрца, что я не могу поехать, вот уже амаль 2 гады. 2 гады не могу вернуться на свою бацькаўшчыну. Ведаеце, мне тут некоторые з хрысціянскіх суполак кажуць, вось як ты можаш ісці супраць улады, але хто у Беларусі улада? Улада ў Беларусі народ, а народ яго не выбіраў. Народ не выбирал Лукашенку. И он себе поставил вышэй за Бога.
народ яго не выбирал. До мяне на днях заявились 4. Белорусская скарбовка, СК, милициянт из дома кіраўніцтва. Погрожали мне праз телефон, но брат отобрал телефон и, так бы мовить, а я думал, что этот брат до меня телефонует. Вот. Погрожали мне после 15-го описать мое конто у банку белорусским и погрожали, что опишут частку моей квартиры. Але я сказал, что не вернусь. Не вернусь, покуль там будет кіраваць Лукашенко. Ведаеце, але я ўсё ж таки верю, что мы вернемся, что мы сустрэнемся ў такім вось гроне там, на Беларусі, можа ў Менску, можа ў Магілеве, можа ў Гародні. Я верю. Я верю, что вось тут, хто стаіць, нам неабыякавы лёс Беларусі. Зараз хочу разом з вами заспяваць гімн. Наш беларускі гімн «Магутны Божа». Магутны Божа, владар сусветаў, вялікіх сонцаў и сердц малых над Белорусей тихо и ветвой рассып промени своей хвалы. Дай спору працы, что дённой шерой на лусту хлеба народный край повагу силу и величь веры у нашу правду пришлась дай уродливость житнёвым дивом учинкам нашим пошли умолот, зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Dzień dobry, привет! Ja chciałem powiedzieć, ja jestem Polakiem, ale wspieram całym sercem naród białoruski. Łukaszenka to podły frajer, który męczy. Ludzie przez cały czas giną w Białorusi. My, Polacy, patrzymy, co się dzieje na granicy białoruskiej. Ale powinniśmy zajrzeć też tam, co się dzieje za granicami. Bo nie jest tam dobrze. Nie dzieje się dobrze. Pamiętajmy, wszyscy Polacy muszą pamiętać, że Białorusini to jest nasz bratni naród. Kosciuszko, przecież to polski bohater, ale on tak samo był Białorusinem jak Polakiem. I musimy pomagać Białorusi. Dzisiaj tutaj widzę wielu turystów z całej Polski przyjechało oglądać Stare Miasto. Pamiętajcie, że Białoruś jest teraz więziona i męczona przez dyktatora Łukaszenkę. I Łukaszenka jest taki sam jak nasz Jaruzelski, albo jeszcze gorszy.
Tam na Józefskiej jest komenda. Tam milicjanci zabili niejednego chłopaka. Dzisiaj młodzi ludzie giną w Białorusi i się za dużo o tym nie mówi. Ale musimy o tym pamiętać. Ej Polacy, wspierajmy Białoruś. Pamiętajmy, że to, co się tam dzieje, może też, nie daj Bóg, stać się u nas. Ale Łukaszenko, Putin, oni chcą odbudować sowiecki sojusz. Chcieliby wszystkie republiki z powrotem mieć na siebie, czerpać z nich korzyści, okupować te terytoria. Wspierajmy Białoruś i nie zapominajmy o tym, że to są nasi bracia i musimy im pomagać. Wspierajmy Białoruś! Минск, Варшава, спільна справа. Минск, Варшава, спільна справа. Минск, Варшава, спільна справа. Минск, Варшава, спільна справа. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Беларуси, добрый день. Мы представители питерской диаспоры. К сожалению, нам пришло... Не видно? Не, нормально. К сожалению, нам пришлось уехать из России за преследование, и мы хотим напомнить, что сейчас в России как минимум 5 белорусов, которых задержали, и сейчас им грозит экстрадиция, и им тоже нужна наша поддержка. Напишите, пожалуйста, им письма. В России есть электронная система ФСИН, которая быстро доставит, и там ответы тоже приходят быстро. К сожалению, 5-й белорус Дмитрий, пока непонятно, где он находится, потому что его Генпрокуратура России сказала экстрадировать, но также Европейский суд принял 39-е правило ЕСПЧ, и Генпрокуратура согласилась его не экстрадировать, но никто не знает, в каком он РОВД сейчас. Но правозащитники российские тоже узнают, и, надеюсь, в скором времени мы узнаем, и он не в Беларуси. И хочется отметить также, что в Питере сидит единственная девушка, которую задержали, это Яна Пинчук, ей грозит до 19 лет лишения свободы. Она жила в Питере, в России, в принципе, 4 года, и за ней просто пришли в квартиру, она жила с парнем и забрали, и сейчас она также находится в СИЗО. Мы, как представители российской диаспоры, хотим тоже поддержать белорусов. Кто-то жил в России и не подозревал, что там могут так прийти. Кто-то убегал, думая, что не задержат. Поэтому живе Беларусь! Живе! Я хотела бы еще пару слов сказать по поводу поддержки политических заключенных. Во-первых, я думаю, что все знают, что это одно из самых важных наших задач. Здесь, за границей, это одна из самых-самых важных задач — поддерживать людей, которые там находятся. И не только самих заключенных, а и их семьи. Я очень вас прошу и напоминаю, что есть такой сайт Dissident Buy, где мы можем обновлять информацию об этих людях, где мы можем стать хранителями. Хранители — это такая инициатива, когда человек помогает семье политического заключенного. Это не обязательно финансово, бывает просто какая-то помощь, даже информационная нужна. Нужно что-то подсказать, помочь, поддержать. Поэтому, пожалуйста, обязательно зайдите на сайт Dissident Buy и посмотрите, как много там функционала и как много возможностей там помогать людям. И на сегодня мы уже заканчиваем нашу акцию. Предлагаем всем сделать совместное фото традиционное. Подходите, наверное, все сюда. Да, давайте с плакатом вниз.